Я получил 1 миллион рублей, но этих денег я не видел. Где они? Ему дали 1 миллион рублей, и я не отдавал эти деньги, прикинь. Ты потеряешь свое имя и возможность работать со мной. То есть Абдурозик ответил мне так. Я отправил ему вот такое голосовое. Я не знаю, кто вы, откуда вы, что вы вообще, что из себя представляете, но так не делается, ребят. И мне записал голосовой его менеджер. Приедь один раз в Дубай, ты увидишь, кто мы и кто мы являемся. И ребята, которые заключили контракт с Абдурозиком, угрожали вам в Дубае. Если вы не покинете Дубай, то мы вас посадим, да? Да, брат. Договор был 50 на 50, а в итоге 99 на 1%, чтобы ты понимал. Абдурозик этим арабам сказал, что мои братья продали мой PlayStation. Они были как отец и сын. Если я действительно хотел бы зла, брат, его аккаунт принадлежит мне, брат. С мошенниками, которые его обманывают. В данном случае мошенниками они считают барона. Они твои братья, они с тобой, когда ты был никто. Те, кто поддерживают ребят, это, скорее всего, такие обычные ребята. И мнение обычных людей для них не имеет никакого значения. Друзья, приветствую вас всех, всем ассаламу алейкум, вы на канале Асхаб Тамаев. Сегодня речь пойдет про Абдурозика и про барона. Кто не знает, барон это уже бывший опекун Абдурозика и его менеджер. Про эту ситуацию я не хотел снимать ролик, но из-за многочисленных ваших просьб, из-за большого интереса людей к этой ситуации я решил снять ролик. Уже пару дней, как я общаюсь с новым менеджером Абдурозика. К сожалению, Абдурозик не знает русский язык и нет возможности с ним напрямую пообщаться. Также пообщался с бароном, выслушал мнение каждого и сегодня постараемся разобраться в этой ситуации. Друзья, хочу начать с Абдурозика. Абдурозика вы прекрасно знаете, это соперник Хазбуллы. На данном этапе у Абдурозика 1,7 миллионов подписчиков. Абдурозик является мировой звездой. Зайдя на его инстаграм, можно увидеть фотки с очень крутыми ребятами, популярными ребятами. Буквально неделю назад на инстаграме Абдурозика вышел ролик, где он на своем таджикском языке высказывает свое недовольство в сторону барона. Если сказать в двух словах, у Абдурозика недовольство финансовое. Говорят, где все деньги, барон, которые мы заработали? Ни рубля я не видел. Говорят, где мой iPad, где мой PlayStation, где все мои вещи? Давайте, ребят, наберем барона и узнаем его мнение по поводу всей этой ситуации. Про что идет речь вообще? Абдурозик этим арабам сказал, что типа вот мои братья продали мой PlayStation, продали мой iPad и продали Nintendo, который ему подарили. На самом деле Абдурозик сам знает, что я взял его PlayStation, взял iPad, взял и Nintendo, и все это у себя в комнате оставил, чтобы он не играл и учил уроки. И в своем видео я показываю все это. Я даже его PlayStation ни разу не включил. Я даже его диски показываю. Диск я даже не открыл никогда, брат. Это все из-за пустяков, брат. Из-за пустяков они искали эту причину. Остановились на причину, что они попросили у Шурата вот $1000. Сколько получается по-таджикски? Шурат сказал им, что $1000 это 4000 сомони. А на самом деле $1000 это 11 сомони. И Абдурозик, и отец Абдурозика, все это они знают, они не знали, что $1000 это 11 тысяч сомони, и эта причина, вот это самая основная причина, которую они нашли, брат. Я совсем не понимаю, про какие $1000 идет речь. Там не было $1000, там был 1000 дирхамов, брат. 1000 дирхамов получается 4000 сомони, брат. Это мелочи, брат. Это просто мелочи. Но я эту тему, брат, если я действительно хотел бы зла, брат, его аккаунт по законам Российской Федерации, я в России это делал, когда пошел на пресс-конференции, его аккаунт принадлежит мне, брат. Аккаунт Абдурозика нотариально мне до 2030 года. И если бы я хотел зла, брат, я бы пожаловался в прокуратуру, в суд. Во время пресс-конференции, которую мы снимали у Асхаба,
я получил 1 миллион рублей. Но этих денег я не видел. Где они? Эти ролики набрали по 1 миллион просмотров, хотя они записаны на родном языке. То есть охват этой истории просто огромный. Весь Таджикистан смотрит за этой ситуацией. Я уверен, что многие просто в шоке, что произошло. Когда я увидел эти ролики, я сперва даже не поверил, как может быть такое, чтобы между Бароном и Абдурозиком возникло недопонимание. Ведь для меня, когда они первый раз ко мне приехали, я видел отношения Барона к Абдурозику и Абдурозика к Барону. Они были как отец и сын. По поводу пресс-конференции, которая была у нас изначально, тогда... Прикинь, он всем говорит, что он на видео снял, что он в России, и он отсюда, по-русски, это получается почти 1 миллион рублей. Ему дали 1 миллион рублей, и я не отдавал эти деньги, прикинь. За пресс-конференцию Хазбека Абдурозика, первой пресс-конференции, я дал, если не ошибаюсь, 440 тысяч рублей. Да, брат, это получается 60 тысяч сомонов. В первую очередь я набрал Барону, выслушал его, понял его точку зрения и записал такое небольшое видеообращение в сторону Абдурозика и отправил ему этот директ. Ассаламу алейкум, Абдурозик. Как твои дела, брат? Что делаешь? Брат, позвони, брат, Барону, поговори с ним, не надо ссориться. Мне ответил его новый менеджер: ты выбрал не ту сторону, зная всю правду. Ты потеряешь свое имя и возможность работать со мной. То есть Абдурозик ответил мне так. Я-то прекрасно понимаю, что Абдурозик не сможет написать такое текстовое сообщение на русском языке. Это мне написал его новый менеджер. Я говорю, я знаю, что это не ты пишешь, но ничего страшного, скоро приеду в Дубай и встретимся. Может быть, Абдурозик не умеет писать, но, пожалуйста, не обращайся с ним как ребенка. Ему уже 18 и имеет полное право на свое мнение. Он сказал, не переживай за него, у него все хорошо тут в Дубае. Он очень обижен на тебя за видео, которое ты выложил. Поэтому, пока не удалишь, скорее всего, он не встретится с тобой. Никакой ролик в сторону Абдурозика я не снимал. Единственное, я вышел в прямой эфир, где даже не высказал свое мнение. Сказал, что очень странно, что Абдурозик и Барон, они поссорились. И сказал, что в скором времени он полностью выслушаю мнение Барона и Абдурозика. И в конце концов запишу ролик на эту тему. Ребята, которые заключили контракт с Абдурозиком, угрожали вам в Дубае. Если вы не покинете Дубай, то мы вас посадим, да? Да, брат. Поэтому мне обидно стало, брат. Посмотри, 3 года я не видел ни отца, ни своего сына. И в итоге, получается, там меня угрожают, хотят выгнать, хотят забанить. Все это, брат, обида. Я пришел, не спал уже 3 часа. Я снял это видео, я оставил это. Они сказали, что во вторник они придут и поговорят со мной. И они не пришли во вторник, и в среду они не отвечали нам. И когда им сказали, что мы вот ролик сняли, они сказали, что пускай делают, посмотрим. Понял. Я сделал это, брат. Абду, ты Таджикистан мира чиха кота нигah мекунӣ, чиха таҷикоро нигah мекунӣ, мега ма рафтан ки мара дар Дубай хона мехарам, ман дигар намерам Таҷикистон. Ман хирсандам ки тра ба як хона дар Душанбе просто харидам. Голосовое, которое я получил в ходе нашей беседы, было от Абдурозика. И на фоне было слышно, как его новый менеджер подсказывает ему, что говорить. Это голосовое они отменили, потому что там было слышно явно голос его менеджера. Но я успел его послушать. И повторное голосовое, которое мне отправили, вот такое. Ассаламу алейкум, брат. Я сам читаю сообщения, я деньги не получал. В ответ этого голосового я отправил ему вот такое голосовое. Абдурозик, я-то прекрасно понимаю, что тебе подсказывают, что и как говорить, потому что ты отправил голосовое и сейчас записал второе голосовое. А первое голосовое, которое вы удалили, я успел послушать. Скажу вам так, ребят, я не знаю, кто вы, откуда вы, что вы вообще, что из себя представляете, но так не делается, ребят. Это маленький ребенок, да, вы как-то можете его заманить там тем, что вы там квартиру ему купите в Дубае, это все ерунда. Это я сам могу ему это купить. Но не надо его портить и портить отношения с тем, кем он начинал. Его из грязи подняли в князи, чтобы вы понимали. У него не было даже где жить, а сейчас пацан в роскоши. И мне записал голосовой его менеджер. В смысле, зачем делаете так? Приедь один раз в Дубай, ты увидишь, кто мы и кто мы являемся. Ты сам не в команде Абду, ты сам начинал с Хазбулой и в итоге сам знаешь, чем закончилось.
А то, что Абду удаляет сообщения, ты знаешь, что он не говорит по-русски, то есть не надо на это делать акценты и прикалываться, да, когда? И ты хочешь сказать, что его родители, сам Абду, будет обманывать по этому поводу? В течение 3 лет он ничего не заработал. Тебя обманывают как ребенка, понимаешь? Говорят, что и так, и так. 42% были фейк. Это все мы удалили уже. И сколько раз, не знаю, тебе говорили, что он не получал практически ничего. Договор был 50 на 50, а в итоге 99 на 1%, чтобы ты понимал. И это все для того, чтобы они его защитили. Потому что они не позволили, что Абду работал с мошенниками, которые... По словам новых ребят, которые работают с Абдурозиком, Абдурозик должен был получать 50% всего дохода. Но он получал в итоге 1%. 1% Абдурозику и все 99% Барону. Но я единственное одного не понимаю. Неужели в течение 3 лет, 3 года они нормально работали, и вдруг бац, возникли такие недопонимания со стороны Абдурозика? И этого, конечно, я не понимаю. С мошенниками, которые его обманывают. В данном случае мошенниками они считают Барона. Барон — это бывший опекун Абдурозика и его менеджер. Видишь, ты говоришь, я уточню это у Барона. То есть ты сам не знал на 100%, не узнав вторую сторону, и ты делаешь видео. И ты знаешь, что это его заденет, и ты говоришь, что ты его любишь. Где здесь логика? Вот сам подумай. Никакого ролика я не записывал, как я вам объяснял. Это мой первый ролик, который я записываю по поводу этой тематики. Единственное, я вышел в прямой эфир с его друзьями и сказал, что я пока не буду высказываться по поводу этой тематики, послушаю мнение Абдурозика и Барона, и после этого запишу ролик. Барон, а как все начиналось? В какой момент ты понял, что Абдурозик не хочет с тобой работать? Брат, я его изначально расстрою, брат. Мне сделать сюрприз Абдурозику. Я пошел в Дубай, брат. И Шурат, мой брат, он встречает меня. И мы едем в отель, там Абдурозика нету. И 3 дня мы ждали, что Абдурозик приедет, и что мы встречаемся. Потом, через 3 дня нам позвонили, что давай встретимся, поужинаем. Мы пошли, поужинали, поздоровались. Короче, и там мне вот русский, который с ними работает, Женя его зовут. Он мне говорит, что Абдурозик не хочет с вами работать. Я говорю, как? Я Абдурозику спросил, Абдурозик, ты не хочешь с нами работать? Он говорит, нет, вы мои деньги украли, вы меня обманули. Потом я начинаю задавать Абдурозику вопрос, какие деньги? Он говорит, за первый раз, когда мы пришли. Я ему объясняю, мы пакет денег твоему отцу передали. Да, 10 тысяч на твою руку, тебе дали, чтобы отправить отцу. Дали. Всю технику тебе купили. Сколько получается? Получается их сумма. А говорит, во второй раз, окей. Абдурозик спросил у Жени, сколько денег он дал во второй раз. И Абдурозик спросит у Жени, Женя, сколько денег дал? Женя ему говорит, мы ничего не давали. И Абдурозик удивляется, говорит, как? Которые мы 2 месяца там были, спроси, сколько они дали. Они ничего не давали нам, клянусь Всевышним, они ничего нам не давали. То, что давали, мы из рук в рук давали его отце. Ты думаешь, брат, если я не давал, если я не передавал деньги, его отец бы работал бы со мной 3 года, брат? Нет. Он бы оставил. Ты просто про свои отношения. Просто, брат, меня, знаешь, деньги, это все приходит, уходит, брат. Ну, у меня обида, брат. Просто я его любил как сына. Я его видел больше, чем своего сына. Смотри, у меня вот такой вопрос. Я видел ролики, где изначально, как зарабатывал Абдурозик, он зарабатывал на базаре, пел песни и за гроши работал, ну за копейки. Отец неужели не понимает, что ты его вытащил из грязи, помог ему стать мировой звездой, и благодаря твоему сообщению я пригласил Абдурозика на эту пресс-конференцию с Хазбиком. Неужели он не понимает, что это все твои действия? Брат, они не понимают это. Вот я с его отцом поговорил, он говорит,
что в Инстаграме там у него 1 миллион просмотров. Почему от просмотров вы мне деньги не даете? Прикинь. Абдурозик изначально работал сколько с тобой по времени? 3 года? Да, брат, почти. Да, и за 3 года Абдурозик вместе с тобой достиг такого высшего уровня, что его знают весь мир. Это все благодаря тебе, кто бы что бы ни говорил бы. По поводу финансовой части, это уже вопрос я не знаю, но я знаю, сколько я заплатил, и не было там 1 миллиона рублей. У меня вот такой вопрос. На данном этапе он заключил контракт с этими ребятами в Дубае. Ты просто оставишь, либо же до конца будешь за свое топить? Я наблюдаю за всеми. Вот есть пару петушков в Таджикистане, они тоже там ролики сняют, но воздух говорят, брат. Я им не обращаю, на них не обращаю внимания сейчас. Если кто-нибудь их тронет, там побьет на улице, они 100% думают, что я, брат. Поэтому я оставил все это. Ну, если они захотят что-то доказать мне, я на 100% готов, брат. На 100% готов. И если они что-то, вот, претензии имеют ко мне, я вынужден буду уже обжаловать это в прокуратуру и вот взять его аккаунт, брат. Понял. То есть на данном этапе аккаунт Абдурозика официально принадлежит тебе? Да, брат. У меня все нотариально, на русском, на английском. Я это сделал в Москве, брат. Я тебя У меня понял. право подписи, брат. У меня право подписи вместо Абдурозика, на это дали разрешение ее мать и его отец, брат. Смотри, Барон, в первую очередь ты выступал как опекун Абдурозика, да? Да, брат. Это как второй отец Абдурозика. Ты за него нес каждую ответственность. Я помню и знаю, что ты очень сильно переживал за Абдурозика. Ты даже не хотел, чтобы на этой пресс-конференции Хазбек до него даже дотрагивался, потому что боялся за здоровье Абдурозика. Ты все видел, брат? Ты с нами жил? Да, я с вами жил пару дней и видел и знал, какое отношение было брат, у барона к Абдурозику. Когда это произошло, когда он ногой дотронулся до Абдурозика, мы с тобой чуть не поругались, брат. Да, этот момент, есть момент, где Хазбек ногой дотронулся до Абдурозика, где барон сказал, все, пресс-конференция останавливается. Все. Ой, это... Сказать честно, там Абдурозик заплакал, и барон барон тоже реально заплакал. Он говорит, Асхаб, я не хочу, все, прекращай эту пресс-конференцию, я не хочу, чтобы Хазбек вот так, кидался на Абдурозика. Этот момент мы этот момент обрезали, да, с ролика мы это обрезали, чтобы, барон попросил это отрезать, потому что не может на это смотреть. Брат, у меня одна просьба, пожалуйста, братья, сестры, пожалуйста, вот не выкладывайте сторис оскорбления Абдурозика. Мне клянусь, мне больно на это смотреть. Оставьте его в покое. Иншаллах, увидим, что будет. Иншаллах. Если же Абдурозик попросит у тебя извинения, скажет, что он был неправ, он там провинился, ты его простишь? Я уважаю нашего лидера, уважаю нашего сына нашего лидера, мэра нашего города, уважаю своего отца. И если из этих людей кто-нибудь мне скажет, что барон, пацан ошибался, прости его и прими его, я приму его, брат. Если из этих 3 людей никто не будет этого сказать, брат, вряд ли, брат. Я тебя понял, я тебя услышал. Это твое мнение в любом случае. Я ему даже тогда сказал, когда они отвечали ему, что за 2-й и 3-й раз мы деньги не давали, я ему тогда сказал, что он сказал, что они меня обманули, брат. Я ему тогда сказал, что я уже узнал тебя, ты кто. Там дагестанцы были, дагестанцы ему, брат, они твои братья, они с тобой, когда ты был никто. И эти арабы, они показывают тебе роскошь, там 6 месяцев, потом до свидания. Он понял, по сути, пошел с ними и завтра не приехал с нами. Вот получилось вот так, что получилось. На данном этапе кто является менеджером Абдурозика? Кому он на данном этапе? Никто. Кто? Никто.
Никто. Это-то все ладно. За что я больше всего переживал, это за репутацию Абдурозика. Ведь всю эту ситуацию Таджикистан не поддерживает большое количество людей. Объявляют бойкот против Абдурозика, отписываются от него. Это вы можете видеть в ТикТоке, в Ютубе, да и в Инстаграме тоже. Я написал такое сообщение. Вы же понимаете, что народ Абдурозика не поймет. Его на родине не примут и не поймут. На что мне отправил голосовой его менеджер. По этому поводу уже уважаемые люди Таджикистана связывались с Абдурозиком менеджментом и сказали, что все в порядке, все поддерживают его. Поэтому насчет народа тебе не надо беспокоиться, потому что те, кто поддерживают ребят, это, скорее всего, такие обычные ребята, которые через пару дней все это забудут. По словам нового менеджера Абдурозика, можно понять, что есть обычные люди и уважаемые люди. И мнение обычных людей для них не имеет никакого значения. Ведь по его словам, обычные люди это забудут через пару дней. Я, к сожалению, этого не понимаю. Ведь Абдурозик был любимчиком всего народа Таджикистана. Не только Таджикистана, но и всего мира. Многие в России отмечали, что Абдурозик отличается своей воспитанностью, своей добротой. Если отбросить все эти детали по поводу PlayStation, по поводу iPad, по поводу финансовой части, по поводу процента 50 на 50. Если посмотреть, где был Абдурозик 3 года назад, как он зарабатывал, и посмотреть, где он находится сейчас, это совсем разный уровень жизни. Сейчас Абдурозик это мировая звезда, его знают все. Он может зарабатывать, можно сказать, что он может себя обеспечивать этим аккаунтом на всю свою оставшуюся жизнь. И все это благодаря их совместной работе с Бороном. Некоторые люди эту ситуацию сравнивают с моей историей с Хазбиком. Чтобы вы понимали, это две несравнимые случаи. Потому что Борон это тот человек, который с начальных шагов двигался с Абдурозиком, который относился к нему как к родному сыну. Говорить сейчас, кто прав, а кто виноват, я не буду. Может быть, есть такие детали, про которых я не знаю. Может быть, у Абдурозика есть какая-то обида. Но хотелось бы услышать ваше мнение по поводу этой ситуации. Как вы думаете, ребят? Обязательно напишите в комментариях, как вы считаете, кто прав в данной ситуации. Также хочу пожелать Борону и Абдурозику, чтобы они быстрее решили свои недопонимания, чтобы быстрее пришли к миру.